Но, во-первых, этот конфликт произошел, это не первый случай, не последний. Таких были десятки случаев. А во-вторых, это оружие применяли с холостыми патронами. Если по видео увидите, это АКСУ, укороченная версия К-74, где дульный тормоз-компенсатор сотрудник выкручивал. То есть это был для холостой стрельбы. Зачем он его откручивал? Для того, чтобы при 2 метрах, 3 метрах оно ощутимо бьет. То есть очень больно, если кто-то пробовал по людям стрелять из подобного оружия, когда выкручиваешь прибор, дульный тормоз-компенсатор, точнее, для холостой стрельбы, вот эти вот пластмассовые пульки, они попадают в тело. Оно не убьет, не ранит, но неприятные такие, как что-то вроде как от мелкашки. Вот такой вот эффект. Плюс очень много порохового дыма. Вот, то есть кто в армии служил, он сразу вычислит, что это оружие было охлащенное. То есть боеприпасы были холостые. Тем более стрелять там по безоружным людям, по этим нефритчикам. Все заказчики это китайцы, то есть прокладки. Заказчик главные, головные это китайцы, они не при делах. А основные это вот, конечно, вот, так сказать, наши вот эти вот теневые магнаты. С этим что связано с этой деятельностью, с добычей нефрита и поставкой его в Китай. Все же знают, что нефрит он никому не нужен. До недавнего времени был вообще он не нужен. Ни в одном реестре драгоценных камней он не состоял. Да, он ценился только в Китае и в Восточной Азии. Все. Поэтому тут конфликт не сколько националистический, сколько вот преступный конфликт. То есть теневая экономика в этом. Здесь вопросы исключительно идут Кунилингу, министру внутренних дел в Бурятии, вот, и начальнику РОВД, значит, Акинского района. То есть говорить о том, что начальник Акинского района ничего не знал, что это такое, понимаете, нет там. То, что оружие они берут туда, потому что очень многие берут с собой туда и оружие, сайга. Кто в районах живет, у них имеется оружие охотничье, правда, но нарезное. Вот. По поводу конфликтов, о которых я вот боюсь, они будут, но только в случае ослабления России, централизованной власти. Только в этом случае возможно будет и выход республики из России, соответственно, все вот вытекающие проблемы с этим могут быть. А по поводу этого случая я уже сказал, не вижу в этом как бы, ну, были бы там русские, вот так вот, которые вылавливают, чтобы то же самое в Якутии творится, то же самое творится в Калининградской области по добыче незаконного добычи янтаря. То же самое, видео, тоже сельская местность, то есть, ОМОН, то есть где деньги крутятся, то, что люди могут добыть как бы незаконным путем, хотя это всегда лежало. Ну, может, я условно скажу, что просто выражусь. Завтра найдут говно мамонта и признают китайцы его лечебным, понимаете, что там с потенцией помогает или интеллект вырастает, ну, китайцы придумают. И говно мамонта будет цениться, понимаете, миллионы-миллионы. То же самое в Якутии. Запрещена добыча костей мамонта, бивней мамонтов, потому что китайцы начали массово их давно уже скупать. Вот и все, спрос рождает предложение. Вот такие вот это дела. Хотя вот, а так вот подумать, конечно, надо. Конечно, на будущее оружия у населения нету, все переписано через лицензионные разрешительные центры, которые сейчас к нас гвардии относятся. Знаете, полностью все. Более того, сталь, где может человек добыть сталь. Оружие очень тяжело сделать. Не просто пугачи какие-то, а нормально нарезанные. Все токарные станки, все кустари, которые освободились по изготовлению оружия, там, по статье 226 изготовление оружия незаконное. То есть это нарезной ствол, это хороший должен быть оборудование хотя бы, либо хорошие токарные знания. Они все стоят на учетах, понимаете. Вот, поэтому переделывать оружие из травматических или из газовых, ну это не спасет гиганта мысли. Вот так вот. Тут нужно автоматическое, плюс боеприпасы нужны. Все, а боеприпасы можно приобрести только исключительно в воинских частях, либо в ограниченных количествах в отделах внутренних дел, где они хранятся под
ну, под защитой, можно сказать. Ну, ограниченное количество. Только в вооруженных силах может. Все. Меня слышно? Национальный вопрос, в смысле чего я сказал, развал России. Независимость Бурятии исключительно только в этом случае возможно. Потому что бороться дальше такими методами, путем, значит, транслирования в ютубах или в других еще мессенджерах, более-менее может что-то, если выходить на какие-то форумы международные, то есть экономическим путем, вот как вот в Токио Ханхалаева ездила, допустим, что-то вот такое, Брюссель, чтобы миросообщество у нас уже заметило, не просто как какую-то небольшую группу лиц, а придать большое значение, понимаете, большое, что у нас много. Всегда будут обращать внимание на, когда много людей. Скажут, вас там мало, но мы единые. Нет, скажут, это не то. Все, надо хотя бы говорить, да нас много. Знаете, не составить списки, вот здесь в Америке, включить всех колбасников без разницы. И так вот по всему, по Кореям, по различным другим странам. Понимаете, нет, просто банально включить список и показать. Да нас там, вот, смотрите, 183,5 тысячи человека. Ну вот, тогда уже будет другое дело. Вот. Потому что все же не могут выступать. Будут выступать наиболее активные люди, наиболее пассионарные, наиболее с такой вот своей четкой идеологической позицией. А их всегда будет мало. Вот. Ну, поэтому будем говорить, что мы, или вы вот выступаете за права большинства. Вот он. И надо поднимать национальное самосознание, нужно возвращаться. Не то, что возвращаться, нужно знать. Молодежи нужно это напоминать постоянно или даже учить о своей родословной. У нас же никто не знает свою родословную. То есть спросите Ивана, он максимум скажет вам, кто его прадед был. Максимум. А более того, они отца не знают. И то же самое сейчас буряты превратились. Сейчас нужно создавать советы старейшин, возобновлять их, понимаете? Вот. И институт семьи, естественно, это у бурят. То есть с малого надо начинать. Нас уже не переделываешь, мы все равно с русской ментальностью. Все абсолютно. Даже те, кто говорит там якобы на бурятском языке, на деревенских диалектах. Вот. Язык не модернизируется, ничего абсолютно, начиная там с 30-х годов. Поэтому нужно заново все это создавать. Знаете, нет, либо отказываться, если Бурятия будет независимой полностью от русского языка, потому что по-другому не добьемся. Это аналог Прибалтики или Грузии. Потому что через язык продается. Будет двуязычие, будут постоянно конфликты. Как вот в Казахстане. Сколько они боролись, 32 года они вроде вместе живут, но все равно у них языковые проблемы какие-то, вот особенно на юге страны, какие-то конфликты, давайте казах оставьте, он из нашего жуза, нет тут, или как в Киргизии, еще хуже будет, где полностью поклановая система. Это нам нужно убирать, желательно в светской области, светское государство должно быть, вот, и двуязычие будет. Потому на первое одно поколение нужно двуязычие. Плавно нужно. Потому что сразу отменим русский язык. Будут конфликты неизбежно, понимаете. Нас мало. Ни одно государство в мире, по истории смотрите, никогда не было того, чтобы меньшинство захотело и раз заговорило большинство населения. Даже элиты переходили на язык большинства. На язык народа или харачу. Те же самые монголы, что далеко ходить. Монголы была элита, понимаете, но расслабились. Вот это вот неправильная политика Чингисхана была, который все принимал, и в итоге сами же растворились, дали уже через 150 лет после смерти Чингисхана, приняли уже ислам, а отсюда все его вытекающие. Где религия, это культура, то есть главное это язык. Вот что нужно не забывать нам, бурятам. Почему не забывая говорить, не надо ехать в Америку, не надо ехать в Европу, потому что здесь они еще больше ассимилируются. Ни одного бурята вы здесь не заставите каленым железом, чтобы с Америки уехал. Не потому, что там путинский режим, не потому, что там что-то там не нравится, не свобода какая-то, нету демократии, а банально просто материальные блага. Это понять можно людей здесь, понимаете. Ну, поживет он год, два, три, и возвращаться обратно никто не хочет. То есть нужно понять людям, дать понять, что, я вот сразу говорю, розовые очки снимайте. Потому что когда будет независимость, если она случится, придется батрачить. То есть бросать здесь все и на нашу землю. И батрачить. Возможно, будет даже в материальных благах будет хуже. Да, вот. Знаете, нет. Ну а что делать? То есть
10, 15, 20 лет нужно экономику восстанавливать, потому что никто другой ее делать не будет. Ну, объективно. И тогда, возможно, будут возвращаться люди. Но для этого нужно масса работы, привлекать экономистов, так сказать, наших олигархов, наших бизнесменов. А у нас ведь ни одного бизнесмена нету среди даже оппозиционно настроенных, как бы, думающих, может быть. Нету Бардановых, нету Шагдаровых. Кто у нас там еще есть? Бутухановы. Эти, их нету. Но вот именно их и нужно заинтересовывать, потому что у них есть средства и деньги. Понимаете? Но тоже Шагдарова, здесь у нее дети учатся, у Шагдарова есть грин-карта, а я сейчас даже, наверное, думаю, что у нее уже и паспорт есть у Шагдаровой. То есть вот, удобно устроились. Понимаете, нет. Так, ответил. Фамилию пока не буду называть, но его все знают. В общем, хотел сказать, что то, что история Бурятии, да, она была очень сильно засекречена, можно сказать, запрещена. Таким, как мой дед, говорили откровенно, что историю надо делать вот так и вот так. Он даже мне маленькому говорил, понимаешь, маленькому мальчику, да, школьнику там начальных классов, он говорил, я не могу писать истории. Вообще я знаю, что вот так вот, но я не могу это сказать. Если я скажу, меня посадят сразу. Понимаете? Вот. Там начали выдумывать, это все несвязанность с историей, да, бурятов, привело к тому, что началась чехарда вообще в бурятской, грубо говоря, нации, там разделение на племена, рода, религии у нас разные, те восточные, те западные, эти цанголы, эти там монголы, непонятно, что началось. Эти там от тюрков, эти там от манжуров. В общем, бардак начался, да. И это все разжигалось гыбней. Ну, сами знаете, кто разжигал это, да, все. Даже вот то, что там у нас говорится, что республика наша там с 23-го года, да, считается. Но я же поднимал вопрос, вот этот говорил давно, везде, да, в соцсетях везде. Я говорю, с 19-го года как минимум, а то и даже с 18-го, да, существует Бурят-Монголия, в которой входила Иркутская область, Читинская область и Бурятия. Вот. Теперь по историческим истокам. Буряты, несомненно, это просто баргуты. Слово «баргат» русские транскрипции воспринимали как «брат». Братское слово переросло просто в слово «бурят». Никогда, нигде, ни в каких источниках, там, где идет спекуляция, понимаете, один там ссылается на Петра, Петр на Ивана, вот создается там 17 человек липовых там, да, этих вот ученых, и каждый сделает ссылку на другого, вот, и они говорят, вот видите, вот у 3-4 человек уже ссылка есть, что вот такой вот буряты слово. Хотя на самом деле нигде вообще абсолютно не встречается слово там, выискивают слово там по аналогии, что-то похожее слово есть, о, вот это вот бурят. Да нет, ни черта. Когда слово баргуджинтакум, да, он встречается вообще, грубо говоря, я сейчас не соврать бы, где-то с 4-5 века нашей эры. То есть как бы был союз племен, Уч-Карыкан, да, вот, и были баргуджинтакум, ну и были баргуты, байргу они там тогда назывались. Это, скорее всего, одно и то же разные названия одного и того же этноса было, потому что 3 разных племени было. Вот. Изначально же полярно складывалась этногенез складывался на Дальнем Востоке, да, то есть амурская цивилизация и алтайская цивилизация, тюркская цивилизация. Вот. Сначала здесь в 6-7 веке началась тюркизация, то есть тюркский каганат, архонские тюрки. Тут 200-300 лет во время этого баргуты говорили на тюркском языке. То есть их считали тюркским народом, хотя это не так. Потом где-то в X веке, в конце 9-10 веке с империей Киданий там началась, да, распространяться также по всему вот этому, по всей степи с востока до запада. Началась монголизация народов, монгольская экспансия, вторичная экспансия.
А вот на каком языке сами говорили, да, вот буряты, грубо говоря, баргуты, да, уч-курыканы, доподлинно неизвестно. Может быть, финно-угорский язык был, может быть, был какой-то манжурский какой-то, один из манжурских диалектов был, неизвестно. Но если раскладывать на фонемы, да, на лексемы, на морфемы, язык, ну, лексемы так не особо, ну, потому что все-таки тюрки, но если морфемы брать и фонемы, то есть абсолютное стопроцентное совпадение между якутами и бурятами. И потом вторичное совпадение идет между бурятами и тувинцами. То есть это абсолютное отсутствие буквы Ч, Ш везде, абсолютное отсутствие буквы В, везде Б ставится. Ну и С на Х меняется, на Г угу там, и вот в других там случаях на букву Х, да, в суффиксах, в суффиксальных образованиях. Вот, это к чему говорится, да? Вот, допустим, у нас живет народ сайоты, он относится к самандийской группе. Ну, так они же никуда отсюда не уходили. Это, скорее всего, вот этот вот народ и был. Это те же самые, что и мы. Просто они оставили первичный слой. То есть они подверглись вторичной экспансии. То есть сначала была тюркизация, у них же он единый язык, вот сейчас сформировался, да, он формировался долго здесь, бурятский этногенез. Потом же баргуты же уходили, потом они пришли, второе пришествие, где-то за 200 почти лет до русских сюда пришли. Из Восточного Китая они шли целенаправленно через вот остров Ольхон в Прибайкалье. В Прибайкалье они формировались долго, около 100 лет, и потом уже после этого начали отходить в сторону, вот через Ольхон, туда на восток, в сторону Аги. То есть все буряты, по сути дела, из одного места вышли. Они же описаны, 800 человек было. А почему 800 человек? Да потому что манжуры, у них восьмичное деление было, не десятичное, как у монголов, а 8. То есть у них там 800, 8 тысяч, 80 тысяч. Поэтому вот бурят было 800 человек, воинов, то есть, которые шли вместе со слугами, с семьями, с родственниками. Ну, это, как грубо говоря, 800 юрт. Это приличное так, количество людей. Это около 20 тысяч, не меньше. Вот. Для чего шли они сюда? То есть манжуры, их, ну, как бы, Багдохан там, он запускал, то есть как бы навести порядок вот на северных границах на своих. И там после этого уже они с русскими столкнулись. То есть как бы почему противились слову баргут и бурят? Потому что баргуты – это древнейший этнос, понимаете? Монголы – это этнос вообще совсем недавнешний. Он появился, ему там всего ничего, в XI веке всего. А когда баргуты уже упоминались в теле, в союзник теле, ну, по китайской, да, транскрипция. Теле – это терге, ну, то есть тележники. Вот они тогда уже упоминались. То есть это древнейшая нация, и они как нации уже там встречаются, ветви в разные, среди узбеков, среди азербайджанцев и там со всеми остальными. Вот. Потом еще хочу что сказать. Баргуты, видите, они участвовали в русско-японской войне на стороне японцев, правильно? Потому что когда вот этого императора, японцы создавали вот эту вот Квантунскую армию, Манчжоу-Гоу, это государство, они взяли вот этого Пу, царевича, наследника, да, манчжурской династии, и сказали, ну, манчжуров так как таковых мало, нет, кто пойдет воевать? Но самые ближайшие родственники манчжуров – это вот баргуты. Он так сказал. Поэтому баргутов, вся армия вот этой Манчжоу-Гоу, она состояла из баргутов фактически, которые воевали на стороне японцев против российской, ну, как бы СССР. Вот поэтому еще тоже момент был скользкий, что как бы буряты и баргуты, это вроде как бы, ну, нельзя так говорить. Буряты давайте уж будут бурятами, а баргуты уж будут баргутами. И с этим согласились и китайцы, и монголы, и русские. Поэтому баргуты и буряты, шэнхэнские там баргуты и буряты, шэнхэнские буряты и баргуты, они сейчас живут как два разных этноса, а по сути это одна этническая группа всегда была тысячелетиями.
Вот. Потом начали вот это делить там буряты иркутские, там буряты агинские, там вот эти вот такие, вот эти сякие. Мы им на что, мы, ну, как с точки зрения, как бы, я поскольку общаюсь с учеными там, мы им просто объясняли, что буряты никогда так не делились. Буряты делились по родам. Вот хангодеры, например, это нукутские буряты, аларские буряты, акинские, тункинские, закаменские буряты. Да, частично в Джидинском районе еще хангодеры встречаются. Вот. Потом булагаты. Вот расселение булагат, вот ирхиритов расселение вот такое было. Да? Вот хари расселение. Вот 4 основных бурятских племени. А дело в том, что еще получается, понимаете, что сангулы у нас есть, понимаете, которые считаются бурятами, но по сути это другая этническая группа совсем, которая считает себя бурятами. Ну, когда этот вопрос у них поднимется, ну, тоже сложно сказать. Может поднимется, может не поднимется. Но вот я знаю, насколько вот Хамбул Ама, вот это Аюшеев, он этот вопрос качает постоянно. А почему там наш язык вот, не взяли за основу литературного, хотя нас большинство в Республике Бурятия. Да, в Республике Бурятии, ну, грубо говоря, 3/4 это цангол. А бурятское население за счет огругов в основном. Так, вот такие вот. Помимо этого у нас еще есть сайоты, помимо этого у нас еще есть рачуны, да. Потом вот вы переживаете все, как там республика там появится. Я же еще раз сказал, да легко, свободно. В 90-х годах вообще вопрос вставал об этом. Нет, сразу появилось и все. Суверенитет объявил даже вот этот сам Потапов. Он был инициатором там этого суверенитета, как говорят. Понимаете, мы едим все в одних магазинах, ходим там, ездим на одном транспорте. У нас у всех заинтересованность в том, чтобы у нас там меньше миллиона всех вместе. Если природные ресурсы будут там принадлежать, да, сырьевая экономика, ну и что? А у России вся вообще на сырьевой экономике сидит и ничего, сейчас санкции столкнуть ее не могут никак, ничего с ней сделать. Потому что сырье есть, за сырьем всегда прибегут, понимаете? Это те не там кеды делать, понимаете, которые могут купить, а могут не купить, как китайцы. А здесь сырье, нефть, понимаешь, за нефть все равно найдутся покупатели. Так же, как и на золото. Потом Игорь говорит, что там вот мы там не сможем, это копейки, то все, то все. За 2020 год по отчетам за 2000, ой, извиняюсь, не за 2020, за 2017 год там на несколько миллиардов долларов было продано нефрита в Китай. Вот. Вы понимаете, это сопоставимо как с бюджетом. Это только нефрит. А то, что есть у нас уран, золото, у нас, понимаете, еще Кавыктинское месторождение, Кавыктинские залежи, которые находятся на границе Северобайкальск вот, и Иркутской области. Вот там вот Калыгинские месторождения все идут. Там медь, все остальное прочее. Если взять Иркутскую область, Читу, Красноярск, мы даем почти там 70% бюджета России по сырью. А экономика России является просто сырьевой. Да, спасибо, Влад. Сырье еще... Да, ну вот очень интересно. Реакции, то, что я вам 100 раз говорил. Таблица Менделеева, она везде есть. То есть те источники, да, которые они же намерены... Она не везде есть. Вот редкоземельные металлы, да, Китай за счет чего поднялся? За счет редкоземельных металлов, да? Закончу. Влад, извините, давайте Игорю. Ну, это просто незнание обыкновенно. Знание, незнание у меня есть, говорю, там, с кем тоже. Ну, надо общаться вот с это. То есть я всегда спрашиваю, вы кто, допустим, кто-то из спикеров, кто какое образование имеет, в БНЦ трудитесь, на геологическом факультете. Вот у меня есть там доктор наук, мой друг. То есть он ничего не врет, не придумывает. То есть в советское время были завышены вот все эти показатели, а в советское время, вот минусы советского времени, это было завышение плана. Понимаете, полностью все завышалось, приписки, отписки и так далее. Другой вопрос – способы добычи. Все в вечной мерзлоте. Это, в принципе, это миллиард раз говорил, но не об этом. Сейчас я хотел вопрос задать Надежде Низовкиной и услышать все-таки вот на поводу апелляции Филоновой. 2 года 10 месяцев дали, это с учетом пребывания, значит, без учета пребывания в СИЗО. Вот. Это...
насколько будет, вот сейчас Надежда пускай ответит, все-таки надо Филонова не забывать. Насколько вообще апелляция, она, так сказать, дееспособна? Вот. Или все-таки нечего ожидать от этого, и что делать дальше? То есть она будет пребывать в Бурятии, в колонии номер 7, то есть женской колонии, на 300 мест на Пристинской, это возле СИЗО. Что мы можем сделать? То есть надо насчет сына что-то решать, сбор средств организовывать Филоновой, потому что там пребывание в СИЗО не все так хорошо. Особенно да, вообще в любой тюрьме мира. Вот так вот. Это все. Всем спасибо. Это вопрос Надежде был.